Сегодня же Владимир Путин встретился с главой Ингушетии Юнусбеком Евкуровым. Речь шла о социально-экономической ситуации в республике. Руководитель региона рассказал президенту о достигнутых результатах, в частности, в решении такой острой проблемы, как безработица. Евгений Лямин продолжит тему. Этот комплекс обеспечивает молочной продукцией не только Ингушетию, но и соседей. Для самой республики, конечно, это предприятие не только продукты собственного производства на прилавках, но и рабочие места. При полной загруженности это 200 человек. В 3 раза больше только на первом этапе будет работать на швейной фабрике. Оборудование уже закуплено, будущие швеи проходят обучение, цеха достраиваются. Кстати, часть стройматериалов производится здесь же, в республике. К примеру, полимерные трубы и облицовочные материалы на заводе, открытом в городе Карабулак в прошлом году. Сегодня на встрече с Владимиром Путиным глава Ингушетии Юнусбек Евкуров отметил, что большое внимание в республике уделяется именно социально-экономическому блоку, и это дает результат. Мы снизили дотационность на 3 пункта по итогам 2015 года. С учетом того, что мы в 2016 году завершаем федеральную целевую программу, и те проекты, которые мы выполнили, они довольно серьезно должны принести и доходы, в том числе, я думаю, что дотационность мы снизим еще на более хорошие пункты. Основная проблема – это безработица. Мы снизили на 4 пункта. Благодаря федеральной целевой программе, которая действует с 2010 года, было построено более 70 объектов. Предприятия, детские сады, школы, открытая детская республиканская поликлиника, городская больница Назрани переехала в новые здания. 2 больших, огромных, светлых корпусов. В первом корпусе, в 4-этажном здании, у нас располагаются следующие отделения. Это кардиология, неврология. На 2-м этаже, на 3-м этаже терапия. У нас были трудности в старом здании из-за отсутствия рабочих площадей. У нас кабинет УЗИ и фиброгастрододеноскопии находились в одном помещении. В сентябре в Назрани откроется современный перинатальный центр. Он рассчитан на 130 коек. Здесь и отделение патологии беременности, акушерский стационар и диагностическое отделение. По строительному сектору мы в этом году ликвидируем полностью такое понятие, как вынужденные переселенцы в Чеченской Республике. Мы достраиваем, полностью вводим сегодня до конца года порядка 2500 квартир для вот этих людей. Завершено строительство так называемой горной дороги, в том числе за счет внебюджетных средств. Для привлечения инвесторов в законодательстве Ингушетии был разработан механизм поддержки. Так, каждый предприниматель, вкладывающий в промышленную сферу, рыбное или лесное хозяйство на сумму свыше $500 000 рублей, имеет право на получение налоговых льгот в части суммы, которая идет в республиканский бюджет. Таким образом, в среднем ежегодные инвестиции порядка 9 миллиардов рублей. На встрече с Владимиром Путиным глава Ингушетии доложил, что подготовлен проект по дальнейшему развитию Ингушетии. Вектор задан, темп набран, планов много. В рамках ваших поручений мы подготовили проект федеральной целевой программы, чтобы все-таки отставание от других субъектов сократить. Здесь у нас объекты культуры, образования, здравоохранения и спорта, то есть только социальные объекты. В этом году мы завершаем. Рост ВРП за эти годы в 3 раза, да? Да, у нас хороший показатель. С 2008 по 2015. Да, это можно показать. Хороший показатель, действительно хорошо. Стоит отметить, что по итогам прошедшего года в рейтинге эффективности управления Республика Ингушетия вошла в 20-ку регионов, заняв 11-ю строчку. Евгений Лямин, Кирилл Зотов, Лилия Зорина и Станислав Аплетин. Первый канал.